Я хотів би, щоб у цьому питанні наша держава, наші медіа, наше суспільство і особливо наші західні партнери звернули увагу, що не буває просто так заморожених конфліктів. Вони просто не існують. І ось вам приклад такого. Чому? Тому що він може бути заморожений на деякий час. Александр, ну вот президент Владимир Зеленский говорит, что замороженных конфликтов не бывает. Бывает, что разве что на какой-то короткий период. Это, если провести параллель и аналогию с Украиной, то это означает, например, для нас, что в любое время в Приднестровье могут вспыхнуть боевые действия, и Украина окажется в ситуации, когда есть война и на Востоке, и на Западе. То есть мы, если продолжить мысль, которую высказал Зеленский и офисы, то это мысль о том, что насколько мы в опасном состоянии, когда у нас внизу на юге оккупированный Крым, на востоке боевые действия, на западе замороженное Приднестровье. Я могу еще от себя продолжить. А на севере союзное государство с Кремлем Лукашенко. Надо понимать, что нельзя расслабляться. Если мы хотим беречь нашу свободу и хотим беречь наше государство, мы должны очень много работать над тем, чтобы и усилять дружбу и коалицию, не только по Крымской платформе, а вообще стратегически по всех вопросах взаимоотношений международных между Украиной и всеми партнерами. Это первое. И второе, проводить все-таки внутренние изменения, внутренние реформы и менять нашу страну быстрее, потому что цель всех наших врагов, которые хотят уничтожить Украину, это дождаться ослабления и какого-то внутреннего конфликта в середине Украины, которым воспользоваться и возобновить тенденцию на оккупацию земель Украины.